Принять такой сплоченности миллиона верующих в Грозном западные СМИ не смогли, поэтому неоднозначные оценки журналисты давали любой информации, связанной с манифестацией «Мы любим пророка, да благословит его Аллах и приветствует». В искренней солидарности мусульман и христиан искали политическую подоплеку и даже обвиняли в том, что людей на митинг пришло меньше, чем заявили представители республиканского МВД. Видимо, по себе судят. Например, французская газета «Ля Фигаро». Мусульмане Кавказских республик России последовали примеру демонстрации Яни Шарли, которые прошли в ряде арабских стран. В понедельник около 800 тысяч человек или даже 1 миллион, официальное заявление трудно проверить, собрались в Чечне перед мечетью в столице республики Грозном. «Я люблю моего пророка» можно было прочитать на плакатах в руках людей. Изображение пророка неприкосновенное, говорили люди. Однако с мнением официальных СМИ многие французы не согласны. Например, читатели «Ля Фигаро» поддерживают тех, кто вчера вышел на митинг. Они судят гораздо шире, чем их проправительственные издания, журналисты которых просто исказили всю суть шествия и изменили контекст. Однако обмануть чувства искренне верующих, и неважно какого вероисповедания, они не смогли. Поздравляем Россию! Вы понимаете, в каком мире вы живете? Я не Шарли, я Шарли. Это мир эгоистичных и лживых людей и двойных стандартов. В России терроризм – это то, с чем борются власти этой страны, а Франция, у нее терроризм – это свобода выражения, которая позволяет одним оскорблять других. Из-за этого в настоящее время сотни миллионов мусульман чувствуют себя оскорбленными Францией и французами. Сухая констатация фактов. Вот чем отличались статьи европейских СМИ о прошедшем митинге. Промолчать было невозможно. Но вот выдавить из себя слова поддержки и понимания они так и не смогли, как и не смогли признать свои ошибки. В Чечне в понедельник прошел многотысячный митинг. Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал вульгарными и безнравственными карикатуры, опубликованные во французской газете «Шарли Эбдо». Трансляция митинга велась в прямом эфире на российском телевидении. Протестующие отметили, что такие карикатуры задевают чувства мусульман по всему миру. Участники выпускали в небо воздушные шары с красным сердцем. Они символизировали их любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Представители Русской Православной Церкви присоединились к митингу. Собравшиеся на манифестацию в руках несли плакаты с такими лозунгами, как «Руки прочь от пророка Мухаммада» или «Мы любим пророка Мухаммада». Российским СМИ запрещено печатать карикатуры подобного рода. Такие публикации, по мнению Роскомнадзора, вступают в противоречие с этическими и морально-нравственными нормами. Митинг в поддержку чувств верующих в Грозном собрал не только самих жителей, но и представителей соседних республик и даже из зарубежных стран. Символично было и то, что братьев-мусульман поддержала и Русская Православная Церковь. Этот факт многие европейские СМИ также оставили незамеченным. Я всех вас сегодня приветствую и хочу заверить, что вся Русская Православная Церковь, все православные россияне, они категорически осуждают действия тех людей, которые рисуют карикатуры и оскорбляют чувства верующих людей. Те, которые хотят оскорбить, унизить, осквернять нашего святого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, они терпят поражение. В этом есть и благо для мусульман в том, что люди начинают изучать наследие нашего пророка. Они начинают узнавать нашего пророка. Люди начинают изучать наследие нашего пророка. Они начинают узнавать нашего пророка. В Европе западный мир сегодня теряет своих сыновей, которые вступают на безнравственный путь, а те, которые осознают, что есть религия мира, есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и сотнями, тысячами сегодня в западном мире принимают ислам. Молодежь сегодня стремится в ислам, принимают ислам, и это победа ислама. Мы молим Аллаха табарака ва тааля и его возносим словами
восславления и хвалы. А вот СМИ арабских стран и стран СНГ митинг мусульман отметили положительными публикациями. Например, телекомпания Russia Today, вещающая на арабские страны, предложила всем мусульманам сделать свой собственный вывод о том, что же двигало миллионной толпой людей в Грозном. Практически в режиме онлайн арабские страны следили за тем, как их братья высказывали слова любви в адрес пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Мы решительно осуждаем авторов корректур и политиков, оказывавших им поддержку разговоров и свободы слова. Сегодня мы видим, что Европа не сделала должных выводов из недавних кровавых событий в Париже. Вместо того, чтобы осудить тех, кто открыл стрельбу, тех, кто своими корректурами давал для этого повода, власти Франции организовали уличное шоу с лозунгами поддержку вседозволенности, ведущих к кровопролитию. Мы с вами видим, что европейские журналисты и политики под фальшивыми лозунгами о свободе слова и демократии провозгласили свободу хамства, без культуры, оскорбления религиозных чувств сотен миллионов верующих. آمنوا بك وأحبوك ولم يروك لكن قلوبهم وأبناءهم وأنفسهم وأرواحهم وأموالهم فداء لقدمك يا رسول الله. سلام عليكم بحلك هيدان يرج حقوم يرج يقام بخر فدينا واتشيح فديما دلي بلغم بخر حقوم يا سلام عليكم بحلك. Вместо осуждения действий журналистов газеты «Шарли Эбдо» вновь публикации карикатур. Власти Франции у себя в стране организовали митинг в поддержку нарушений всех религиозных этических норм, но никак не в поддержку мусульман. Однако мусульмане всего мира молчать не стали, вышли на многочисленные митинги. Рядом с мусульманами на этом мероприятии присутствовали представители различных конфессий, в том числе и представители православной церкви. Это показывает, что на самом деле Россия толерантное государство, и именно благодаря толерантности руководства России мусульмане имеют возможность защитить свои ценности, высказаться. Это показатель того, что Россия действительно является толерантным государством, где все религии защищены. В Грозном пророка возлюбили до миллиона человек. Многотысячная манифестация «Любовь к пророку Мухаммаду» прошла вчера на центральной площади чеченской столицы. Ее участники несли транспаранты и плакаты с надписями «Нет карикатурам на пророка Мухаммада. Ислам – религия добра и созидания». Что преследовали своими публикациями журналисты французской «Шарли Эбдо» и думали ли они о том, во что выльется их очередной выпуск, уже и не важно. Мусульмане всего мира, да и представители всех религиозных конфессий показали, оскорблять свои чувства они не позволят. Как и не позволят смеяться над тем, что свято для каждого из нас. Манифестация в Грозном – знак протеста против карикатуры на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в которой приняли участие более 1 миллиона человек. Это тоже проявление демократии. В данном случае абсолютно без разницы, нравится их мнение кому-то или нет. Люди выразили его законным путем и должны быть услышаны. Единая Россия убеждена, что смысл свободы слова не в том, чтобы кричать каждому свое, а в том, чтобы тебя услышали. Я и многие верующие самых разных конфессий в Татарстане поддерживаем митинг в Грозном. Мы против терроризма, против крови. Мы против оскорбления чувств верующих в любой форме. Мир, дружба и взаимное уважение между народами и религиями – главное в жизни и Татарстана, и Чеченской Республики. Ни одна мировая демократия не должна учить людей оскорблять священные чувства других людей, их веру в отношениях к своим родителям и друг к другу. Никакая нравственность не допускает того, чем занимались в журнале «Шарли». Духовные корни дел журналистов «Шарли» находятся не в европейской свободе слова, а в вечной ненависти и злобе шайтанов ко всему, что способно приближать человека к Богу. Митинг против того, чтобы печатались такие карикатуры, в какой-то мере предупреждение тем, кто хочет знак поддержки, их напечатать. Это митинг солидарности со всем исламским миром, заявка Кадырова на политическое лидерство в исламском мире. И, возможно, Запад никогда не признает свои ошибки, ссылаясь на мнимую толерантность и свободу слова. Однако митинг в Грозном доказал, даже у свободы слова, толерантности есть свой предел. Алевтина Банадыкова, Абубакар Абазов. Новости.